На первой осенней сессии Госсовета Коми депутаты рассмотрят 42 вопроса. Среди них сохранение налоговых льгот для предпринимателей, установленных в прошлом году из-за пандемии. Новый законопроект основан на обращении бизнесменов по поручению главы Коми Владимира Уйба. Какие преференции будут доступны для ИП и некоммерческих предприятий, расскажет Наталья Юрина. Сразу несколько заседаний комитетов перед предстоящей первой осенней сессией Госсовета. Более 40 вопросов в центре внимания депутатов. Один из значимых, важных и нужных для бизнес-сообщества Коми – налоговые преференции. Среди послаблений – пониженные ставки налога на имущество. В 2021 он уменьшится с 2 до 1%. Ставка будет расти постепенно. В следующем году повысится на 0,3%, в 2023 составит 1,7%. Законопроект подготовлен по поручению главы Республики Коми Владимира Ильича Уйба. И законопроектом предусматривается сохранение пониженных ставок по налогу на имущество для субъектов малого предпринимательства. Также предполагается уменьшить налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для субъектов организаций социально ориентированных, некоммерческих организаций в таких сферах, как дополнительное образование, профессиональное образование, социальное обслуживание и спорт. Льготы по налогам на прибыль и имущество планируют ввести и для инвесторов, мастеров и ремесленников. Послабления затронут около 500 компаний Коми. В дальнейшем список организаций власти планируют расширить. Это высвободит ряд денежных средств для малого и среднего бизнеса и поможет им для дальнейшей работы. Но мы постараемся на этом не останавливаться, потому что на самом деле сейчас бизнес находится в достаточно сложной ситуации, и будем стараться искать какие-то разные варианты для улучшения ситуации. Планируют ввести и послабления для предпринимателей из небольших населенных пунктов. Новшество касается касс. Закон предлагает бизнесменам не отчитываться в режиме онлайн об операциях. Информация будет храниться на накопителе, которые в случае необходимости передадут налоговикам. Наши предприниматели освобождаются от обязанности передавать в онлайн-режиме данные своих накопителей оператору маркировки. В отдаленных от сетей связи местностях будет предусмотрена такая норма. На сегодняшний день отдаленность определяется на основании критериев, установленных Министерством связи Российской Федерации. Данные критерии имеют только численное значение населения, то есть все населенные пункты с численностью менее 10 тысяч человек освобождаются от обязанности передавать данные. Также депутаты рассмотрят вопросы, касающиеся сфер образования, социальной помощи и медицины. Среди предложений пострадавшим от политических репрессий оказывать медпомощь вне очереди. В целях расширения мер социальной поддержки и реабилитирования признанным пострадавшими от политических репрессий предлагается внести изменения в статью, дополнив положение о внеочередном оказании медицинской помощи данной категории лиц. Довольно-таки значимая статья, был выход и письмо на главу республики, на Лазию, с просьбой внести, и не вижу здесь сложности, дополнительных финансовых источников не потребуется. Одним из вопросов, рассматриваемых парламентарием Коми, станет досрочное прекращение полномочий депутата Госсовета Олега Михайлова, перешедшего в Государственную Думу. Также избранникам народа предстоит решить судьбу деревни Плесов в Прилукском районе. Расселять жителей начали 6 лет назад. Сегодня в населенном пункте ни души. Упразднят ли населенный пункт, станет ясно завтра на сессии Госсовета. Наталья Юрина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.